пор не нашли члена исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Он исчез позавчера вечером. Его похитили люди в форме российской ДПС. Родители нашли видео похищения, где снято, как Эрвин бежал от нападавших. Вчера утром его автомобиль нашли открытым возле дома. Родные обратились с заявлением и видеозаписью в отделение полиции, однако ни заявления, ни видео у них не приняли. Информации о местонахождении Эрвина Ибрагимова, к сожалению, на данный момент нет, никаких новостей, что это могло быть и так далее, и так далее. Утром мы общались с сотрудниками УФСБ в Крыму. Они строят разные версии, кстати, не отрицают, что, возможно, это могут быть провокации из Украины с целью дестабилизировать ситуацию здесь, в Крыму. Ну, мы в это, естественно, особо не верим. Вот. Уверяют нас, что задействованы все возможные силы на то, чтобы искать Эрвина Ибрагимова, но они сами не имеют представления, кто и зачем мог его похитить. И, как нам стало известно, сегодня сотрудники ФСБ прибыли осмотреть брошенный автомобиль Эрвина. Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по факту исчезновения на территории аннексированного полуострова члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всемирный конгресс крымско-татарского народа обнародовал официальное заявление по поводу исчезновения Эрвина Ибрагимова. Он член исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар и экс-депутат Бахчисарайского горсовета. Поэтому его похищение расценивается как вызов всему мировому сообществу крымских татар, заявили члены конгресса. Российская Федерация, вдобавок к продолжающей оккупации Крыма, добавила в свой список новое злодеяние против человечности. Член Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар, 30-летний Эрвин Ибрагимов, 24 мая в 23:00 был похищен неизвестными личностями. От пропавшего вчера Эрвина Ибрагимова до сих пор нет новостей. Это не первое похищение человека в Крыму, где подобные случаи продолжаются до сих пор. Очевидно, что варварские и жестокие преступления против крымских татар будут продолжаться. Виновник всех этих злодеяний – Российская Федерация. Без промедлений она должна ответить в Международном суде за все эти преступления и понести наказание. Государства и нации всего мира должны немедленно принять все необходимые меры, чтобы положить конец этим насильственным беззакониям. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров выразил свой протест относительно исчезновения Эрвина Ибрагимова. По мнению Чубарова, это часть тех репрессий, которые ведет оккупационная российская власть против крымско-татарского населения полуострова. Эрвин Ибрагимов подвергся нападению целенаправленному. Есть видеокартины. Предыдущие более 20 таких похищений заканчивались очень плачевно. Некоторых мы нашли убитыми, со следами пыток. Доля остальных, судьба нам неизвестна. Будем все здесь молиться за то, чтобы нам снова увидеть Эрвина. Конечно, это целенаправленное действие, направленное на устрашение крымских татар. Мы очередной раз будем обращать внимание международного сообщества, что ситуация в Крыму все более ухудшается. И в том заявлении, которое вчера принял Меджлис крымско-татарского народа, каждое преступление, совершаемое оккупантами в Крыму, должно немедленно реагироваться международным сообществом в виде усиления санкций и большей политической изоляции России.